Коми медики наблюдают за 38 беременными с коронавирусом. За время пандемии переболело ковидом 496 будущих мам. Причем, как отмечают специалисты, в этом году инфекция у больных протекает тяжелее. Связано это с курсирующим в коме дельта-штаммом. Прививать беременных в коме начали летом. Первые добровольцы уже выписались из роддома и воспитывают детей. Тему продолжит Наталья Юрина. Молодая мама Ирина ежедневно гуляет с дочкой. Месяц назад семья Стефаненковых стала многодетной. У братьев-двойняшек появилась сестра Виктория. Малышка растет спокойной и здоровой. Во время беременности, чтобы обезопасить себя и ребенка, Ирина решила провакцинироваться. Проконсультировалась с врачом, досконально изучили анализы, противопоказаний не выявили. К вакцинации я подошла осознанно, то есть в связи с происходящей вокруг ситуацией, считаю, что это единственный способ защитить был себя и будущего своего ребенка в тот момент. Вот, поэтому считаю, что нужно бояться не вакцины, а самого заболевания. Самочувствие было нормальное, была у меня только местная реакция, болела немножечко рука в месте укола. И в принципе никакого больше дискомфорта не было. Прививалась Ирина Стефаненкова двухкомпонентным спутником. На течение беременности прививка не повлияла. Малышка родилась в срок. Члены семьи привились тоже. Решили обезопасить молодую маму и ребенка от опасного вируса. В планах у Ирины по завершению грудного вскармливания ревакцинироваться. Были беспокойства, конечно, чтобы не заболеть, чтобы не получить каких-то осложнений, чтобы не отразилось на ребенке никак. Чтобы было спокойнее, наверное, женщинам, то лучше пройти до беременности, чтобы не было этих вопросов, если есть какие-то сомнения. Если же вы уже не успели, то считаю, что необходимо, привиться, потому что беременные, к сожалению, тоже болеют, и это отражается на детках. И чтобы не было этих тревожных мыслей, то лучше себя защитить. На этапе планирования рекомендуют пройти вакцинацию и специалисты. Однако в большинстве случаев о радостном событии будущие мамы узнают по факту. В этом случае прививаться рекомендуют с 22 до 36 недели. Именно этот период врачи считают благоприятным. Для плода риска нет, а у беременной к родам сформируется иммунитет. В этом году имеем весь год возможность вакцинироваться. И, конечно же, наше молодое поколение, которое планирует беременность, должны вакцинироваться заранее. И не только сама беременная, но и все окружение. То есть вся семья должна вакцинироваться. Да, на работе человек у нас работает, тоже коллектив должен быть вакцинирован, потому что наша задача уберечь самую уязвимую часть нашего с вами населения и общества – это беременная женщина. А если беременность наступила и не вакцинирован, то после 22 недель можно вакцинироваться. И до 36 недель. По привитым беременным статистику не ведут, зато каждый случай заболевания в особом положении на счету. 496, именно столько беременных в коме, заразились ковидом во время пандемии. Помимо сложного протекания болезней, коронавирусная инфекция может привести к печальному исходу. В прошлом году болели тяжело. Тех, кого мы досрочно родоразрешили, это примерно 4 человека. Но в этом году болеют тяжелее. В этом году много прошло с тяжелым течением, которые родоразрешать приходилось досрочно. Среди них есть глубоко недоношенные дети. Поэтому есть неблагоприятный исход для детей и по сроку беременности, и по тяжести, потому что ковид, поражение легких, гипоксия, поэтому на плод тоже это влияет. Поэтому мы, вакцинируясь и не болея, защищаем в будущем и плод свой. При этом нужно учитывать особенность лечения беременных. В большинстве случаев им противопоказана противовирусная терапия, поэтому путь выздоровления может стать тернистым. Также врачи после вакцинации беременным рекомендуют заботиться о здоровье и ограничить посещение мест с массовым скоплением людей. Наталья Юрина, Евгений Стокос, Павел Люлянмин, Олег Костромин, телеканал Юрган.